Определены победители первого республиканского конкурса начинающих журналистов «Проба-пера-2020». Церемония награждения состоялась в национальной телерадиокомпании. Финалистов определили в 6 номинациях. Это «Проба-пера», «Лучшая работа на ингушском языке», «Ислам, религия мира», «250 лет вместе с Россией», «Межэтническое взаимодействие» и «Лучшая медиаработа». Победители получили дипломы, технику, памятные подарки и самый главный приз в номинации «Проба-пера» – стажировка в информационном агентстве ТАСС и обучение в Академии новостей ТАСС. Несмотря на то, что журналистика не является профилем моей профессиональной специализации, не является профилем моей общественной деятельности, тем не менее она всегда сопровождает мою деятельность, и навыки письменной коммуникации, возможность освещать вопросы общественно-политической, социально-экономической ситуации как в регионе, так и во всей России позволяет грамотно развиваться в этом направлении. Номинация «Проба-пера» работа была посвящена гражданским процессам в Республике Ингушетия. В частности, это было интервью с одним из ведущих кавказоведов и этнографов и этнологов нашей республики, да и который известный в Москве, Танзила Чубиева. И оно посвящено тому, как эволюционировало и развивалось гражданское общество в Республике Ингушетия, какие процессы оказывают влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе и на какой стадии развития гражданского общества мы сегодня находимся. Для работающего человека, в СМИ тем более, такая победа, такое признание — это как новый глоток вдохновения. Это очень мотивирует. И было приятно видеть своих единомышленников, которые разделили эту тему. Номинации, признаюсь, были очень интересные. Я бы, наверное, по каждой номинации была бы готова написать по одной статье. Напомню, что конкурс начинающих журналистов «Проба-пера-2020» организован при поддержке Миннатса Ингушетии, Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования России. Оценивала работы молодых журналистов конкурсное жюри. В его состав вошли представители газеты «Ингушетия», пресс-службы правительства и главы региона, национальной телерадиокомпании «Ингушетия», журнала «Литературная Ингушетия», представители информационного агентства ТАСС. Конкурс был призван выявить лучших, чтобы ряды наших республиканских журналистов, телевизионщиков пополнялись именно теми ребятами, которые одержимы именно на этом поприще. Поэтому цель была. Плюс, что дает это выигравшим? Они поедут участвовать в каких-то семинарах, переподготовках, такое знаменитое агентство, как ТАСС.